Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Сом снова камнем падает на дно. Стремительная неконтролируемая девальвация национальной валюты Кыргызстана. Создан искусственный ажиотаж. Кто-то играет на этом и пытается заработать денег. Турция грозит России войной из-за развернутых в Сирии С-400. Российский генштаб рапортует об уничтожении турецкого спецназа на месте падения Су-24. А Путин обвиняет Эрдогана в связях с террористами ИГИЛ. В этих бочках, которые везут, не просто нефть. Там кровь наших граждан. Антитурецкая истерия в Москве и во всех российских регионах. В турецких фруктах и овощах ищут червей и вредителей. Бизнесменов депортируют, безвизовый режим отменен. Турция, откровенно говоря, так скажем, культура сельского хозяйства довольно низкая. Главная рождественская елка Америки едет в Вашингтон. Ее торжественно везут через всю страну с далекой Аляски. Это подарок от великой земли, символ красоты нашей земли и радушия ее жителей. Французский президент Франсуа Олланд провел в Москве переговоры с Владимиром Путиным. Всю минувшую неделю Олланд встречался с мировыми лидерами с целью активизировать борьбу с ИГИЛ в рамках международной антитеррористической коалиции. Он встретился с Бараком Обамой, Ангелой Меркель, Джеймсом Кэмероном, а встреча с Путиным должна была стать ключевой в череде этих переговоров. Однако инцидент со сбитым Турцией российским бомбардировщиком Су-24 существенно усложнил задачу Олланда, и на его переговорах в Кремле в основном все-таки говорили об обострении российско-турецких отношений. Как заявили и Путин, и Олланд, в конце концов они решили вынести за скобки все существующие разногласия и проблемы и действительно сосредоточиться на совместном уничтожении террористического халифата. Мы сегодня договорились усилить нашу совместную работу на антитеррористическом треке, улучшить обмен оперативной информацией в борьбе с терроризмом, наладить конструктивную работу наших военных специалистов с тем, чтобы избежать дублирования и инцидентов. Мы с господином Олландом рассматриваем такое взаимодействие как конкретный практический вклад в формирование широкой антитеррористической коалиции, широкого антитеррористического фронта под эгидой ООН. Во-первых, мы собираемся усилить обмен информацией между нашими войсками. Удары против ИГИЛ также будут усилены и скоординированы для того, чтобы увеличить интенсивность и эффективность обстрелов, особенно ударов по нефтяной инфраструктуре террористов. Мы договорились, и президент Путин настоял на этом, что мы будем стараться избегать атак по любым силам, которые также сражаются против ИГИЛ и террористических группировок. Пора пойти и уничтожить террористический халифат. Однако уйти от российско-турецкого конфликта президентам так и не удалось. И во время заключительной пресс-конференции Владимир Путин не удержался и опять выдвинул в адрес Турции серьезные обвинения в поддержке и сотрудничестве с террористическим исламским государством. Речь идет о промышленных масштабах поставок нефти с захваченных сирийских территорий, захваченных террористами. Именно с этих территорий, а не с каких других. И мы видим с воздуха, куда идут эти машины. Они днем и ночью идут в Турцию. В этих бочках, которые везут, не просто нефть, там кровь наших граждан. Потому что на эти деньги террористы покупают оружие, боеприпасы, а потом устраивают кровавые акции. Политическое руководство Турции об этом ничего не знает, то пусть узнает. В свою очередь, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что развертывание новейших российских систем ПВО в Сирии, радиус действия которых полностью перекрывает сирийское воздушное пространство, может действительно привести к войне, если Россия попытается сбить в ответ хотя бы один турецкий военный самолет. Со слов Эрдогана, любая попытка атаки на турецкие ВВС будет расцениваться как акт агрессии со стороны России. Также турецкий лидер ответил Путину на его обвинения. Информация о том, где Турция покупает нефть и газ, известна. Те, кто настаивает, что мы покупаем нефть у ИГИЛ, обязаны привести доказательства таких заявлений. Исламское государство продает добытую ими нефть сирийскому президенту Башару Асаду. Именно ему. Обсудите этот вопрос с Асадом, которого вы поддерживаете.
Между тем, получила неожиданное продолжение тема вокруг турецких поставок оружия исламским террористам в Сирии. В Анкаре были арестованы два известных турецких журналиста, которые опубликовали видео, на котором, по их мнению, турецкая разведка перевозила на грузовиках современное оружие для боевиков. На аресте журналистов настоял сам Эрдоган. Он обвинил их в шпионаже и разглашении государственной тайны и потребовал пожизненного заключения. Подробности в репортаже «Рейтер». Суд в Турции арестовал главного редактора светской оппозиционной газеты «Джумхуриет» Джана Дюндара и главу редакции издания в Анкаре Эрдема Гюля по обвинениям в шпионаже и пособничестве терроризму. Они опубликовали репортажи и видеоролики, из которых предположительно следует, что турецкая разведслужба поставляла оружие и боеприпасы исламистским группировкам в Сирии на грузовиках, которые задержала турецкая полиция. Власти утверждают, что машины перевозили гуманитарную помощь сирийским туркменам, этническим тюркам, живущим в приграничных районах Сирии. Публикации вызвали политический скандал в Турции. По нашим репортажам о перевозке разведкой оружия на грузовиках начато расследование, говорит Джан Дюндар. Истцом выступает сам президент Эрдоган. Мы пришли сюда защищать журналистику и право людей на информацию и правду, в том случае, если правительство лжет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что газета оказалась вовлечена в шпионскую деятельность, а ответственные за публикацию заплатят высокую цену. Журналистам грозит пожизненное заключение, если их признают виновными. Если страна находится в опасности, журналист должен сообщать об этом, заявил Эрдем Гюль. Вспомните нападения в Суруче и Анкаре. Эти репортажи имеют отношение к тем событиям. Если стране и народу угрожает опасность, журналист должен писать об этом. Разоблачения были опубликованы в мае и июне. Речь шла об инциденте, который произошел в январе 2014 года. Тем временем Россия продолжает развертывать в срочном порядке системы С-400 в районе своей авиабазы в сирийской Латакии. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых системы ПВО в состоянии полной боевой готовности выезжают из грузовых самолетов и в течение нескольких минут заступают на боевое дежурство. По мнению экспертов, того, что уже завезено в Сирию, достаточно для уничтожения всей турецкой авиации. Также к берегам Латакии подошла группировка российских кораблей во главе с ударным ракетоносцем «Москва». Российские военные заявляют, что крейсер будет заниматься обеспечением противовоздушной обороны российской группировки. Однако, как считают эксперты, этот боевой корабль предназначен в первую очередь для уничтожения крупных боевых кораблей противника и ракетных ударов по наземным целям. А в российском Генштабе отчитались о проведении операции, которую официально назвали «Возмездие». Во время нее был нанесен удар огромной мощности по району падения Су-24. Для этого использовались все имеющиеся в наличии самолеты военной группировки в Сирии. Удары также производились ракетами с российских военных кораблей. И, как заявляют российские военные, в результате в этом районе были уничтожены все вооруженные группы. Вместе с российскими военными залпы по району падения Су-24 наносила и сирийская армия. Использовались новейшие установки залпового огня, тяжелые огнеметные системы, о передаче которых режиму Башара Асада заявлял накануне российский президент. Также Минобороны России утверждает, что в пораженном районе находились некие таинственные разведывательные группы с пеленгационным оборудованием. Они прибыли туда со стороны Турции для поиска российских пилотов и обломков самолета. Все они были также уничтожены. Кроме нашей группы поиска, в данном районе также активно вели охоту за российским пилотом боевики и еще ряд других подразделений, оснащенных современным специальным оборудованием для пеленга. Как только наш летчик оказался в безопасности, по указанному району наносились массированные удары российскими бомбардировщиками и реактивной артиллерией сирийских правительственных войск в течение длительного времени. Действующие в этом районе террористы и другие таинственные группы были уничтожены. Российская авиация наносила удары по другим районам Сирии. В частности, опять были атакованы с воздуха окрестности города Хамма и несколько населенных пунктов в провинции Идлиб. Вы видите кадры этих бомбардировок. На них видно, что в основном бомбы и снаряды попадают в объекты гражданской инфраструктуры. И снова жертвами авиаударов становятся гражданские лица. Также российское военное командование заявило, что им удалось уничтожить крупнейшее нефтехранилище в так называемой столице террористического халифата, сирийском городе Ракка.
Россия отменяет безвизовый режим с Турцией с 1 января 2016 года. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. А Россельхознадзор начал тотальную проверку всей сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Турции. Неожиданно обнаружилось, что турецкие товары не соответствуют высоким российским стандартам качества. Внеплановые проверки и акции по удалению турецких товаров и продуктов с полок магазинов начались по всей России, во всех крупных торговых сетях и на продовольственных базах. Между тем, Турция после введения России продовольственных санкций против ряда европейских стран была крупнейшим поставщиком продуктов в Российскую Федерацию. Минсельхоз уже заявил, что Россия, если понадобится, может легко обойтись без турецкого импорта, заменив его иранским, марокканским или израильским. Министерство сельского хозяйства России проанализировало ситуацию, и я проинформировал правительство Российской Федерации о том, что, к сожалению, в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам. Все фитосанитарное ведомство России сейчас вовлечено в поиск вредителей, червей и вредоносных бактерий в турецких овощах и фруктах, которые еще вчера считались абсолютно безопасными. Кроме того, учитывая, что в Турции, откровенно говоря, так скажем, культура сельского хозяйства довольно низкая, и поэтому надлежащих фитосанитарных мер, скорее всего, Турция произвести просто не способна защитить со своей стороны нас. Поэтому мы защищаемся сами. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству в двухдневный срок подготовить предложение по ограничительным мерам в отношении Турции. Правительству поручено выработать систему мер реагирования на акт агрессии в экономической и гуманитарной сферах. В этом документе, в этих документах точнее, речь пойдет о введении ограничений и запретов на деятельность экономических структур Турции на территории России, ограничении и запрете поставок продукции, включая продовольственные товары, на выполнение работ и оказание услуг турецкими компаниями и о других ограничительных мерах. Ростуризм уже предлагает гражданам, купившим путевки на новогодние праздники в Турцию, аннулировать туры. Напомним, что отказаться от посещения Турции россиянам также посоветовал российский МИД, а Ростуризм предупредил, что туроператоры, которые продолжат продавать путевки в Турцию, могут быть привлечены к юридической ответственности. Если россиянам не советуют выезжать, то граждан Турции обвиняют в незаконном пересечении российской границы. На днях в Краснодаре были задержаны 39 бизнесменов, приехавших по приглашению российских властей на агровыставку. Теперь они будут выдворены из страны. В Екатеринбурге начнут сбор денег для семьи погибшего российского летчика. Командир Су-24 подполковник Олег Пешков закончил местное Суворовское училище и не терял связи с друзьями по курсу. Екатерина Пономарева встретилась с одним из них и узнала, что связь с пилотом у его знакомых пропала задолго до начала сирийской операции. Это наша выпускная фотография. То есть это вся наша рота. Здесь 4 взвода. Олег, здесь мы в разнобой, то есть не так, чтобы вот первый, второй взвод в разнобой. Вот Олег Пешков. Это фотография 1987 года. Выпуск Свердловского Суворовского училища. Олег Пешков – отличник учебы. В этом же году поступит в Харьковское авиационное, исполнит мечту всей жизни – стать летчиком. А через 28 лет погибнет в Сирии. Черно-белые фотографии из архивов однокашников обойдут всероссийские СМИ. И станет Олег Пешков мертвым героем. Нет, я был уверен, что он у себя в Липецке, дома, и все у него в порядке. И вообще вчера мне позвонил наш председатель Суворовско-Нахимовского клуба. И для меня это было вообще гром среди ясного неба. Я сначала даже не осознал. Что Пешков принимал участие в сирийской операции, его бывшие сослуживцы не знали, говорит Дмитрий Ванюшкин. Они вместе учились. Когда служба разбросала по стране, переписывались, созванивались. Последние годы, рассказывает Дмитрий, Пешков работал и жил в Липецке. Там находится авиацентр ВВС России. О полетах он рассказывал очень сдержанно. И вот полгода почему-то вообще не выходил на связь. Но значения этому Дмитрий не придавал. А Олежкина страничка, она почему-то месяцев 5, наверное, назад, я не знаю. Где-то так. Заблокирована в Одноклассниках. Поэтому уже тут не знаю. Предполагать, почему и кто мог заблокировать страницу Пешкова, Дмитрий не стал. Он сам служит, только уже не в армии, а в МЧС. И уверен, ошибиться такой ас, как Пешков, в небе не мог. У меня и сомнений нету, на какой территории. На территории Сирии.
И еще у меня нет сомнений, что это был предательский удар. Я голову могу положить, что любого из наших 26 парней поставь на его место, они бы поступили так же. Мы живем по нашему какому-то вот кадетскому закону, а он гласит: жизнь Отечеству, а честь никому. Олег Пешков не первый российский солдат, погибший в Сирии, но первый убитый из этих 27 ребят с того курса 1987 года. Из них многие прошли Чечню и остались живы. Пешкову, конечно, присвоили звание Героя России посмертно. В Липецке хотят назвать улицу его именем. Тем временем его друзья по выпуску готовятся к общему построению, чтобы скинуться на помощь семье товарища. Дома Олега Пешкова ждут жена и 2 детей. Его тело до сих пор не передано российской стороне. Екатерина Пономарева для настоящего времени. Далее в программе. Сом снова камнем падает на дно. Стремительная и неконтролируемая девальвация национальной валюты Кыргызстана. Создан искусственный ажиотаж. Кто-то играет на этом и пытается заработать денег. Главная рождественская елка Америки едет в Вашингтон. Ее торжественно везут через всю страну с далекой Аляски. Это подарок от Великой Земли, символ красоты нашей земли и радушия ее жителей. На валютном рынке Кыргызстана наблюдаются все признаки паники. Обменный курс валюты подскочил до 80 сомов за доллар. Но купить доллары в сколько-нибудь значительных объемах стало практически невозможно. Подробнее о ситуации Адилет Бектурсунов. Национальный сом камнем идет на дно. За пару дней доллар вырос еще на 4 сома. Ослабление валюты в Нацбанке объясняют спекуляцией на валютном рынке. Сегодня доллар на улице продавался по 79 сомов за 1 доллар. Сейчас уже, пока я к вам ехал, на улице уже на 1,5 сома спустилось. Все равно создан искусственный ажиотаж. Кто-то играет на этом и пытается заработать денег. Нацбанк спешит успокоить население. Там заявляют, что реальный курс не должен превышать 75-76 сомов за доллар. Чтобы удержать сом в этом коридоре, за прошлые сутки Нацбанк провел очередную интервенцию, продав коммерческим банкам еще 16 миллионов долларов. Спустя сутки курс сома продолжает демонстрировать нестабильность. На наличном валютном рынке сохраняется высокая волатильность, о чем говорит большой разрыв между курсом покупки и продажи. Население панически скупает доллары. Коммерческие банки постепенно вводят ограничения на его продажу. Банки должны размещать эти средства, но размещать, конвертировать эти средства в сомы и выдавать кредиты в сомах для банков это рискованное дело, поскольку никто сегодня не гарантирует, какой будет курс на завтрашний день. Уровень долларизации экономики Кыргызстана достиг своего пика. Нацбанк с большим запозданием требует от правительства переходить на сомовые расчеты. Это позволило бы укрепить национальную валюту. Сом практически как средство сбережения, средство обмена, он потерял свою значимость, он потерял свои функции. Вслед за девальвацией сома ожидается очередная инфляционная волна. Власти пока не торопятся брать под контроль цены на социально значимые товары. На сегодня известно, что многие коммерческие банки перестали выдавать кредиты в национальной валюте. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. А в Казахстане все ожидают ежегодного послания президента парламенту и народу. Уже известно, что основную часть своего выступления Нурсултан Назарбаев посвятит сокращению бюджетных статей и расходов. Это связано с кризисом. Ситуация на валютных рынках республики сейчас немногим лучше, чем в Кыргызстане. Системный кризис охватил почти все отрасли экономики. Наблюдается неконтролируемый рост цен на продукты и товары первой необходимости. Наш корреспондент Дмитрий Беляков спросил у жителей Алма-Аты, что они ждут от выступления своего президента. Самое главное, нам мир. Мир нужен. Мы всегда были миролюбимый народ были. И всегда международные отношения у нас очень хорошие были. Пенсии минимальные у нас. Что это 30 тысяч пенсии? Очень маленькая пенсия. А сейчас коммунальные все поднимаются у нас. Работала 30 лет и толку никакого нет. Стыдно жить. Когда русский язык будет государственным наравне с казахским в Казахстане, я бы хотел знать. И когда Казахстан с Россией объединится. Скорее всего, улучшение экономики Казахстана в какой-то мере.
Наверное, ситуация с пенсиями. А вообще еще волнует ситуация с госрабочими. То есть медики, учителя и прочее. Будут ли им повышать зарплаты? Я бы хотел услышать, чтобы наше медицинское образование было поднято на высший уровень. Да накипело все. И самое такое вот, который больно бьет, это постоянное повышение курса доллара, в связи с чем мы нищаем. Отношения, допустим, России и Турции – это серьезный вопрос. А Россия наш близкий друг и брат. Поэтому надо быть очень аккуратным, очень тактичным эти вопросы решать. Пенсию, что подняли, зарплату старикам. В основном только работяга. Ну, старики, есть же инвалиды, у них пенсия, вот сейчас $100 поднялось же, 37 штук, а так не надо. Однозначно повышение цен, конечно, особенно вот у меня дети маленькие. Хотелось бы узнать, насколько повысятся цены на медицинские услуги, аптеки, лекарственные препараты и все такое прочее. Коммунальные услуги, соответственно, бензин, немаловажно. Ну, турецко-российский конфликт, конечно, нас тоже интересует, потому что в Турцию мы стараемся ездить, отдыхать, поэтому тоже бы хотелось бы узнать ответы на эти вопросы. Америка готовится к Рождеству. К зданию Капитолия привезли главную елку. 22-метровая ель из заповедника проехала через всю страну из Аляски. Это первый случай за 45 лет, когда главную елку страны привезли из этого северного штата. 22-метровая 90-летняя ель приехала в столицу из национального леса Чугач на Аляске. Дерево срубили около 3 недель назад, после чего оно было доставлено по морю из Аляски в Такому, штат Вашингтон, а затем проехало на грузовике через всю страну. Водитель грузовика Джон Шенк говорит, что он находился в пути по 6-7 часов в день, но ему понравилась эта работа. Это был замечательный опыт. Такое случается один раз в жизни. Когда появляется такая возможность, ты не можешь отказаться. Это первый случай, когда рождественскую елку для Капитолия привозят из Аляски. Она представляет национальный лес Чугач и жителей Аляски. Но теперь, когда ее доставили сюда, она представляет уже всех жителей Соединенных Штатов. Национальная служба лесов привозит рождественские елки к Капитолию с 1970 года. Теодор Бехтол, ухаживающий за территорией вокруг Капитолия, пояснил, почему эту елку называют народной. Мы называем Капитолий народным домом, потому что здесь заседают народные представители власти. Поэтому у нас есть елка, которую привозят каждый год из разных уголков страны. Эту ель можно рассматривать как посланника штата Аляска. Это подарок от Великой Земли, символ красоты нашей Земли и радушия ее жителей. Появление елки знаменует начало подготовки к Рождеству и Новому году. Огни на елке зажжет новый спикер Палаты представителей Пол Райан 2 декабря. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте Current Time TV. Всего доброго.